Это первый тест. Кто не проходит в эту дверь, тот не может оперировать. Нет, главное, чтобы ты пришел на операцию спокойнее. Тебе надо переживать стресс как-то. Как? Я не знаю, как успокаиваться. Если тебе с утра сказали, что ты с завтрашнего дня уволен, ты все равно должен пойти сделать операцию. Интуиция развита у того, кто умеет вовремя сбежать с корабля. Меня вряд ли. Нет, я буду скорее до конца уже бороться. Я в Узбекистане родился, вырос, знаю язык, знаю обычаи, какие-то культурные обычаи страны. Но всю жизнь мама мне рассказывала, как ей хорошо было в Татарстане, как ей хорошо было в татарской деревне, что такое выйти на улицу, босиком пробежаться по снегу. Вот такое было у мамы воспоминание. Там или съесть картошку, которая не просто какая-то была, а рассыпчатая, как серебро. Вот у нее такие сравнения были, которым я всегда завидовал, будучи мальчишкой маленьким. Мы используем микроскоп. Никто не пользуется. Но шитье под микроскопом лучше. Давайте переслушаем большое сердце. Я не хотел идти на работу к Чазову. Для меня это было полное переучивание в области сердечной хирургии. Я занимался, если представить себе, что такое реплантация, то вы понимаете, что это надо знать травматологию, надо быть специалистом по шитью сухожилий, надо прекрасно уметь шить артерии, надо знать нейрохирургию, надо сшивать нервы, которые тончайшие. Это же не просто так, это пучок волоконцев таких тонких, которые идут в этом нерве, который идет к пальцу. И каждое волоконце нельзя путать, надо научиться их сшивать. Ниточка, которую мы шили, была 11 нулей. Ну так, это 5 раз тоньше волоса. Класс хирургического качества был гораздо выше. Другое дело, что был испуг и незнание глубокого такого знания кардиологии, но это же пришло, я поэтому Евгений Иванович сказал, я вас отправлю учиться на полгода. Через полгода вы начнете оперировать. Все условия создадим для всех сотрудников. Дал 5 квартир для ведущих людей. Когда понял, что я уйду от Петровского, я начал искать ребят. И нашел всех, кого я знаю, и со мной еще хотели уйти еще человек 10, наверное, от Петровского. Петровский потом метал громы и молнии в мой адрес. Но так случилось, они пошли сами. Сложно говорить об учителе, с которым работаешь плечом к плечу практически 40 лет. Он был пионером коронарной микрохирургии в нашей стране. Такие операции не выполнялись, мы их начали выполнять с 1985 года. Вот, кстати, здесь на картинке запечатлена одна из первых операций 1985 года с использованием микрохирургической техники. Все направления, которыми занимается наш отдел, они разработаны и развиты Ринатом Сулеймановичем. Вроде бы створки приличные очень.
Сам-то клапан не изменен, но кальция вокруг сумасшедшее количество. Они упираются, наверное, в этот Да. кальций, поэтому пользы никакой от этого. Я боюсь, что баллонирование не будет эффективным. Большие хирурги, как правило, люди неординарные и в обычной жизни зачастую не очень приятные. Риан Сулейманович исключение из этого правила. Полное. Он очень сердечный, добрый человек. Мы дружим с семьями и всегда дружили. И наши дети дружат. Ну, в общем, родные люди. Ага, да. Нет, все в порядке, абсолютно. Ну, да. Спасибо. У меня был один больной, который после тяжелой операции экстренной по поводу, нестабильный был, и он начал уходить. Его со скорой привезли, и мы его через 1,5 часа соперировали. Через 3 года приезжает, он в Латвии еще. Мы с ним разговаривали, я говорю, как вы себя чувствуете? Он говорит, ой, плохо. Я говорю, а что так, что случилось? Да у меня, говорит, мы же сейчас разошлись, говорит, мы живем в другой стране, лифт отключили, и я на 9 этаже, у меня задышка начиналась. Я был счастлив, что у него задышка на 9. Так, ну вот больной, которого оперировали вчера, сегодня он в палату пойдет. Да, Геннадий Петрович? Пойдете в палату? С удовольствием. Андрей Михайлович, мы свой клапан оставили, мы только улучшили его, то есть сделали пластику. Я надеюсь, что все будет нормально. Ритм синусоида. Ритм синусоида, да, мы еще. Есть молодежь, которая приходит, отстояла в операционной на крючках и пошла куда попало. А есть такие, которые отстоят в операционной, посмотрят, как ты оперируешь, а потом посидят еще с этим больным 2-3 часа, потому что первые 2-3 часа они критичны. Надо смотреть за этим больным, не потечет ли он, знаете как, это же все-таки шитье ручное. Это может быть и кровотечение, и все что угодно. Потом свертывающая система по-разному у каждого больного работает. Поэтому надо за этим очень тщательно следить. Такие ребята имеют больше шансов остаться на работу, которые сидят с больным, интересуются всем, пишут статьи, работают. Заходи, что ты там делал? Пациентка, которую оперировал профессор Ширяев, коронарное шунтирование, вчера, вполне нормально себя чувствует, завтра в палату. Да? Сачев, тоже вчера оперирован, доктор Васильев. У нас команд, несколько команд, 7 или 8 команд, которые оперируют очень хорошо. Видите, тоже трубки нет, ничего нет, там никого нет. Это уже больные переведенные. Мы к утру готовим все койки освобождать, чтобы следующая партия больных, день делается много операций, порядка 8-10 операций в день, поэтому мы все время вращаем эту койку. Но у нас, видите, разрешается прийти всем в операционную, всем, кто задействован в лечении больных. У нас секретов нет. У нас никто не важничает. Приходит кардиолог, вот она лечит этого молодого человека. Она пришла посмотреть, поговорить, спросить, что-то добавить, что-то убрать. И так вот рождается то, что называется сердечная команда. Жизнь спасаю не я, жизнь спасает, наверное, кто-то там. Я помогаю только. Бабушка мне, старая Алия, говорила, ты не трогай чужие сердца, это грех. Их только Аллах может касаться, Всевышний. Ну, так говорила бабушка, и я улыбался, конечно, но не рассказывал ей, что мы делаем. Ну, мы действительно помогали. Но судьба за этого больного всегда решает сама. И что у тебя, как говорит бабушка моя, на лбу написано, ты от этого не уйдешь.
Вот это вот старое такое изречение, но оно в меня проникло сильно. Но надо стараться всегда изо всех сил спасти больного. Не нужно создавать себе условностей. Нужно следовать строго протоколу проведения операции, и тогда будут результаты. Сегодня утром Ренат Сулейманович снял швы. Так что, так сказать, рассчитался со мной как бы всеми нитями. Ренат Сулейманович, он с юности знал про себя, что он необычный человек и что ему все подвластно. Поэтому у него пафоса никогда не было. Вот это моя первая внучка, Настенька. Я вообще здесь похож на Мадонну. Вот улыбка Мадонны, чистой воды. Я когда на себя смотрю, я думаю, я прямо растаял там в ней. Действительно растаял. Она такое чудо, она и сейчас очень серьезная девушка уже стала. А рядом с ней Ален Делон. Вот. Наташа тоже так считает. Его зовут Рамиль. Настя уже... Это Машенька. Машенька. Мария Максимовна. Ну, а тут вот наш старший сын. Видите, вверху? Максим. В советской одежде. Видно, что ребенок одет в советскую одежду. Шапка-ушанка, меховой воротник и так дальше. Ниже Максим Андрюша, который от нас, к сожалению, ушел в 26-летнем возрасте. Вот. А это все наш детский сад. Весь детский сад. Богатство. Муж, ну прям так и хочется сказать, невнимательный, но на самом деле все равно внимательный, потому что времени не хватает. Было время, когда он занимался экстренная хирургия, когда вот пришивал пальцы, руки, ноги. И если мы пошли в кинотеатр, он дежурному доктору давал телефон кинотеатра. И было такое, что на весь кинотеатр громкой связью Акчурин Ренат Сулейманович на выход. За ним уже выехала скорая помощь. И он мог приехать домой, не начав еще ужинать, уже позвонили, и скорая за ним идет. То есть после целого рабочего дня он пошел в ночную смену. Как требовать какого-то внимания от человека, когда он загружен смертельно? Я только следила за детьми, чтобы они не шумели, чтобы он мог выспаться, если у него 2-3 часа есть свободные, пока не приехала скорая. Вот он, смотрите, какая прелесть. Да. С мечом. Живой, как ртуть. Как ртуть. Я однажды приезжаю в Минздрав, надо было решить какой-то вопрос, там не было денег, средств. Оставил Максима, портфель, побежал с бумагой подписывать. Возвращаюсь, «Жигули» залеплены изнутри кровью. Максим сидит. Глаза как маслины. Перочинный нож мой достал и где-то порезался. И не знаю, почему залеплено стекло кровью, но он, по-моему, стучал по стеклу. Караул, я Палец ножиком закрыл. Я сделал то, чего сейчас преследуется по закону. Я оставил ребенка в машине, без присмотра. Мне 5 лет, и отец с дедом Сулейманом мне дарят велосипед «Каму». Ну и меня, собственно говоря, отправляют на большом велосипеде в свободный полет. Кое у меня и состоялся метров через несколько. Ну, отец пришел, поднял, запустил в повторный полет и, собственно говоря, уже не падал. А где-то из этого же возраста зима, напротив нашего дома детский садик, и там была большая, хорошая, добротная ледяная горка. Ну и в какой-то прекрасный момент я об этот лед прикладываюсь достаточно сильно, у меня из губы, из носа течет кровь, а отец во дворе намывает «Жигуль». Я к нему, снегом все прикладывается, обкладывается, кровь
уходят. Вот, наверное, первые воспоминания такие. Как и человек, который, ну, во-первых, всегда даст путевку в жизнь, да, запустит в этот первый полет, да, а с другой стороны, всегда поможет. Вот это моя мама и я до Война, года. 47-й год. Да, 47-й Кончилась год. война, и родилась Наташка. Да. Ну, как одета мама, да? Это Австрия. Она в Австрии закончила войну. Они воевали с папой и, в общем, окончили войну в Австрии. Нас потом эвакуировали, а папа еще дослуживал, ну, до 49-го года, наверное. Оля, это моя теща, как ее звали, санинструктор Огурцова. Она на животе проползла, но фактически до Вены. А еще рассказывала жуткую совершенно вещь, когда, говорит, у меня возник цистит окопный. Была война. Я, говорит, высовывала в ватных штанах, все мокрое, там плохо. Я, говорит, высовывала голову, чтобы меня хоть снайпер какой-нибудь застрелил. Так мне было плохо. Потом, говорит, конечно, угрызалась совестью, но так плохо было. Мама была учительницей, но в то время она уже работала в 4 смены, поскольку мужчины и учителя все ушли на фронт, а женщины несли всю нагрузку тыловую на себе. Дома говорили или по-русски, или по-татарски. И тот, и другой язык приветствовался, и никто ничего не говорил никогда. Наверное, это хорошо, что мы говорили на 2, на 3 языках. И это совершенно не ущемляло никого. И, в принципе, я очень много еврейских слов знаю, потому что соседи были евреи. Армянские слова знаю, потому что были и армяне соседи. И какая-то такая интернациональная среда была. Никогда никто не говорил никаких плохих слов против какой-то нации. Не принято было это. Молодежный медицинский отряд, сформированный Центральным комитетом комсомола, прибыл из Республики Перу, где оказывал помощь населению, пострадавшему от землетрясения. Поедешь? Землетрясение, врачебная практика, горы. Конечно, поеду. Но там крокодилы. Какие крокодилы в горах? Ну, змеи. Все равно поеду. Это просто удивительно, как это жидкое чутье ну, вот, позволяет понять, что это твой человек. В ЦК ВЛКСМ при сборах на вот это вот мероприятие по поводу землетрясения собирали весь отряд, мы еще были незнакомы. Я с какой-то девочкой в раздевалке выдавала массу одежды, ботинки у нас были. И вдруг приходит молодой человек и говорит: а для толстых здесь что-нибудь найдется? Я была поражена его смелости. Просто, чтобы назвать себя толстым, но он, конечно, на 25-30 килограмм был худее, но назвал, в общем, ну, был крупнее, наверное, чем другие. Вот. Ну, вот так вот. А потом в самолете он все 24 часа между сиденьями, я когда поворачивалась, была его голова. Приехал полицейский и сказал: там люди. Мы сказали: давай вези. Нет, я, говорит, туда не полезу. Но поскольку обратились к нам, назад до дороги нет, надо идти помогать. А мы такой настоящий отряд спасателей. Мы проходили тренировки и все, знали, как с веревками спускаться. Пошли и вытащили людей. Не всех довезли, потому что тяжелые травмы были. Грузовик перевернулся после свадьбы в пропасть. Но кое-кого спасли, там человек 5 спасли, наверное, из этого грузовика. Жуткая совершенно пропасть, ночь. Ночь тащили наверх впятером. Как-то мы все быстренько все сделали. И к утру, уже их соперировав, тащили на носилках, на плечах на ближайшую площадку, где мог сесть вертолет. Это 1,5 километра, наверное. Чуть не умерли. Все дошли,
работы несли, сдали и потом спали сутки. Вот они все перуанцы. Нас совсем мало осталось, но некоторые из них любят рядом с Наташей посидеть, вот как доктор Марков, например. Нет, не ревную, но любит с ней посидеть рядом. И Странное дети изменение. наши дети уже приходят на эти встречи. И дружат с ними. Несколько раз в Альметьевске оперировал, но теперь там самостоятельная команда, которую мы же и воспитали фактически. Межклинический диагностический центр вообще был задуман как поликлиника большая с какими-то непонятными функциями. Я посмотрел, как там умирает оборудование, это было давно уже, в советское время еще. Посмотрел, как там умирает оборудование, оно просто в ящиках гнило на улице. И осмелился поговорить с Ментимир Шариповичем, объяснив ему, что это преступно. И что такой центрище не может быть поликлиникой для других клиник. Диагностическим центром тем более, он должен быть клиническим. И мы перевернули фактически с ним всю идеологию, и я туда дал своего ученика, который как раз защитил кандидатскую. И Рустем Хайруллин, который туда пришел, он из мальчика превратился в такого мужа-организатора здравоохранения. Он уже в последующем защищал диссертации по организации здравоохранения, объездил мир, знает, что делать. И я считаю, что у него надо учиться уже. Без призвания хирургом быть нельзя. Хирург, учитель, художник, пианист, музыкант. Призвание, вот он не может другим заниматься, не хочет и не будет. Будет стараться здесь работать как-то. Это вопрос скорее такой, знаете, настолько секретный, что его даже не надо никому обнажать. Но у меня были ситуации, когда я не понимал, почему у меня умирает больной. В течение дня не понимал. Я до позднего вечера там вставал к столу, что-то переделывал, что-то добавлял, что-то убирал. И однажды, пока мыл руки, думал, боже, неужели нельзя этого человека спасти? Столько народу работает. Просто так подумал. Захожу в операционную. Мне анестезиолог говорит, он пошел. Все работает. Все стабильно, все хорошо. Ничего не надо делать. Я подошел, посмотрел, действительно все в порядке. Может быть, это как молитва, может быть, мне кто-то помогает. Вера – это такой тонкий вопрос, которого трудно касаться, и показывать его никому не нужно. Вы знаете, в чем отличие Бога и хирурга? Бог точно знает, что он не хирург. Да-да-да.